Наш цикл передач «Илья». Начинается разговор с вами. И мы сегодня, наверное, охватим все сферы жизни наших матерей. И в первую очередь, конечно же, хотим услышать у вас, как у председателя регионального отделения Всероссийского движения «Матери России», о деятельности вашего движения, о проектах, которые реализуются на сегодняшний день, ну и, возможно, какие-то уже итоги промежуточные по результатам уже 6-го года деятельности на территории Республики Саха-Якутия. Общественное движение «Матери России» было создано в Российской Федерации в 2012 году. А в Республике Саха-Якутия мы учредили в январе 2014 года. И с этого года начинается отсчет деятельности нашей организации. Ну а официально были мы зарегистрированы в Министерстве юстиции в 2016 году. Целью движения «Матери России» является возвышение статуса, повышение общественной, социальной роли матери, повышение ее престижа, здоровье сбережения матери, здоровье сбережения детей. Это также пропаганда и укрепление семейных ценностей в целом. И, конечно, мы, исходя из этих наших уставных требований и обязанностей, осуществляем свою деятельность. То есть в центре нашей деятельности это мама, дети и семья. Поэтому мы в начале своей деятельности разработали наш общественный проект, который называется «Здоровая мама, здоровый ребенок». То есть он направлен именно на здоровье сбережение, возвышение статуса, повышение роли матери и здоровье наших детей. Это первый наш проект, который у нас с 2014 года работает. Этот проект, он такой, имеет несколько направлений. И первое направление – это то, что мы решили обратить внимание общественности, обратить внимание населения, да, и органов государственной, исполнительной власти именно на воспитание девочек. Поэтому с этой целью мы проявили инициативу, обратились в органы государственной власти для поддержки нашей инициативы о создании Дня девочек в Республике Саха-Якутия. И в 2014 году распоряжением правительства республики такой день был учрежден, День девочек в Республике Саха-Якутия. Это единственный праздник, наверное, по всей России, который есть только в нашей республике. И вот он с 2014 года, мы его ежегодно отмечаем 11 октября. 11 октября также отмечается Международный день девочек. Но мы так сделали, чтобы он совпал, чтобы как-то люди не путались. В этот день мы проводим все внимание нашим девочкам. И, конечно, здесь мы привлекаем внимание и на здоровье наших девочек, на их психическое, эмоциональное состояние, на физическое здоровье девочек. В качестве волонтеров у нас выступают студенты СВФУ, студенты медучилища, которые ведут лекции пропаганды среди девочек в этот день и открываются двери наших медицинских учреждений. У нас есть такой проект, как выезды наших узкопрофильных специалистов в отдаленные северные лусы. Мы вот за 5 лет 15 выездов совершили в отдаленные северные лусы по вопросам здоровья и сбережения наших матерей и их семей. И также привлекаем специалистов из ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Хабаровска, приглашаем их для консультаций для наших тяжелобольных детей, которые находятся у нас в республике. Нашему национальному центру медицины нынче исполняется 30 лет. И в составе Национального центра медицины работает наш педиатрический центр, который оказывает специализированную медицинскую помощь. В последние годы мы говорим чаще об оказании высокотехнологической медицинской помощи, которая оказывается на уровне федеральных центров. В последние годы мы работаем совместно с общественной организацией «Матери России». И вместе с Министерством здравоохранения, ведущими нашими кафедрами, мы приглашаем специалистов федеральных центров. В свое время были приглашены специалисты по детской онкологии и гематологии, по неврологии, детской эндокринологии, по детской хирургии. И последняя наша совместная работа была приглашение с Хабаровского научного центра детской кардиологии специалистов, которые проводили оперативное лечение маленькому пациенту, которому еще не достигло 1 месяца.
И я думаю, что наша совместная работа будет продолжаться и будет развиваться. Наша совместная работа и сотрудничество с общественным движением «Матери России» началось с самых первых дней создания этого движения в Якутии. Оно было направлено на сохранение здоровья женщин, потому что основная цель этого движения – это решение проблем материнства, детства. И, естественно, архиважным моментом являлась проблема сохранения здоровья женщины, матери и забота о подрастающем поколении для того, чтобы сохранить здоровье нации, общества. И мы, врачи Республиканского маммологического центра, которым я имею честь руководить, начали свою совместную работу поначалу в городе Якутске, где мы проводили семинары для женщин, выступали с лекциями, беседами. Но эта работа постепенно расширялась и углублялась, и мы начали выезжать совместно с региональным отделением «Матери России» в улусы и отдаленные районы нашей республики, включая Аймиконский улус, Сунтарский улус, Мирнинский улус. Но не только я, и врачи мои принимали участие в работе этих выездных бригад, когда в составе медицинских групп мы выезжали во многие улусы республики, проводили там профилактические осмотры женщин, прямо-таки с утра до вечера, потому что желающих было очень много, и работа была очень насыщенная. И за эти дни мы успевали посмотреть всех желающих, вот от первой женщины, которая пришла рано утром, до той, которая, закончив рабочий день, поздно вечером, и в 7 и 8 вечера, приходила к нам на консультацию и получала эту возможность пройти консультацию, рекомендации всех врачей, ну и включая врачей-онкологов, маммологов. Те женщины, у которых была выявлена какая-либо патология молочной железы, все были приглашены к нам в Республиканский маммологический центр для того, чтобы пройти углубленное, уточняющее обследование, и при выявлении той или иной патологии они получили адекватное, своевременное лечение. Следующее направление – это, конечно, у нас грудное вскармливание. Грудное вскармливание – это работа, которая ведется с нашими кормящими матерями. Мы решили, что грудное вскармливание – это начало иммунитета наших детей. Грудное вскармливание дает также тесную такую взаимосвязь матери и ребенка, устанавливается между ними. И мы пропагандируем, потому что только грудное молоко дает ребенку те такие питательные вещества, которые в целом потом создают условия для повышения иммунитета у человека во взрослом состоянии. И вот мы, матери России, само название даже говорит само за себя, что мы должны заниматься этим вопросом. Конечно, решили тоже подключиться к этому благородному делу. Мы разработали положение о пропагандисте, общественнице грудного вскармливания, которая именно занимается на местах пропагандой, поддержкой грудного вскармливания. Они работают с матерями в тесном контакте и в тесном контакте работают с центральными районными больницами, где наши мамы рожают, да, где появляются наши первенцы, наши дети, малыши. И вот такая связь устанавливается, и они ведут моральную такую поддержку. Это не специалисты, не медицинские работники, это просто наши обычные женщины, общественницы, которые изъявили желание заниматься поддержкой грудного вскармливания. У вас есть общественницы, которые по большей степени поддерживают психоэмоциональное состояние, да, моральное состояние матерей, то каким образом вы привлекаете специалистов именно к этому вопросу? Привлекаются ли они? К этому вопросу, да, они всегда, у нас специалисты всегда ведут работу, они ведут уже в больницах. Когда мама рожает, они ведут с ними работу, как с медицинской стороны, как правильно обращаться с грудью, как цедить молоко, как там делать массаж, как там... Вот эти вопросы все с медицинской точки зрения, конечно, выполняют специалисты. А наша часть только именно моральная поддержка, да. И мы в помощь нашим мамам при финансовой поддержке целевого фонда будущих поколений подготовили и с помощью наших специалистов, да, диетолога Ульяны Михайловны Лебедевой, при ее авторстве выпустили
два издания, которые называются «Дневник питания мамы и малыша». Вот эти издания являются таким подспорьем для наших матерей, для и питания мамы самой, и для питания малыша до года. И второе издание посвящено уже питанию малыша до 3 лет. О, прекрасно. Да. Это инструкция своего Это рода. такая настольная книга для Да. наших мам и малышей. Арсыя инелерин организацията ден бар. Онна хақыринағы салата убастабыллақ беге томус туттар киебет Проскоя Петровна Борисова халаятчылақ хақырин салата бар. Целевой фонд будущих поколений дентен багран сүйеннер буманнык неха киниге ронду дебиттергер мен маннык аян тардагым дебетти. Бу көннөрү киниге болбатак дневник ден. Буманнык дневник хуруй боллагана хеп Каһам бағарар ол біраз көрін, тугу хабытын, қанды қаябытын, тугу бартын көрен баран, оны дополнительная информация күрдік ылан баран, оны үшігей рекомендация берергер, хүрдәк туғалақтен. Бұл үс томнағы, оғытын әмтерер ине ахаден, оны болана әмтер хаджарын техника грудного вскармливания денде, бұл иккистуга бұл, иккис раздела, он үс разделен был рын боманны кымыпыт. Тух питание малыша ден, 1-го года жизни. Он там был на быйыл, манна Сибирь тибит. Он был на бир сағыттан, үс сағырдылы ден. Он были презентация, вот говорю, еще я ба отзывтар келбиттері, тухтен бұл настольный кинеге ден. Одно из главных направлений, наверное, да, это работа именно с девочками, рождение, помощь молодым матерям. У нас еще день сына есть, который тоже мы инициировали. 2 года вели эту работу среди нашего населения, общественницы, органов, тоже муниципальных органов на местах. И, конечно, народ был за, чтобы был такой день, как День сына в Республике Саха-Якутия. С тех пор, с 2017 года, мы тоже ежегодно, 2 воскресенье апреля, вслед за Днем Отца, отмечаем День сына в Республике Саха-Якутия. Таким образом, у нас в республике 4 семейных праздника. День девочек, День сына, День матери, даже 2 раза мы отмечаем, и День отца в республике. Все эти праздники направлены на укрепление семейных ценностей, на укрепление семьи, на укрепление института семьи, поддержку наших семейных традиций. Это самое главное в нашей деятельности, и это самое главное в нашем обществе. Когда будет семья, и будет и общество, будет и государство. На территории Российской Федерации, в нашей республике, в передовом виде появились День девочек, День мальчика, День сына, матери, отца. Да. И как вы думаете, это наша национальная потребность, это менталитет или все равно есть какой-то другой аспект, наверное, помимо это национальная потребность, я считаю, как-то, потому что издревле семья всегда у нас ценилась в нашем северном, в северном крае, И мы всегда радовались рождению и дочери, и всегда радовались рождению сына в семье, потому что это продолжатель рода, И воспитание должно быть такое тоже гендерное, я считаю, потому что девочка должна уметь владеть женскими такими домашними навыками. Сын тоже должен, как мужчина, уметь вести какую-то домашнюю, мужскую работу, тоже какие-то навыки должны быть. Он должен быть ответственным, должен быть добытчик. Вот такие качества сына для воспитания, я считаю, что они в эти дни как-то обсуждаются в семьях, и идет обращение именно в эту сторону со стороны и наших муниципальных властей, и органов государственной власти. Ежегодно мы День сына отмечаем, стараемся отмечать в стенах школы. Очень отрадно, что стали участвовать на этих праздниках наши руководители органов государственной власти. Так, в этом году у нас Петр Витальевич Шамаев, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям, принял активное участие именно в праздновании Дня сына в Республике Саха-Якутия. Об остальных проектах, если мы остановимся. И следующие у нас проекты – это курсы для старшеклассниц «Этика и психология семейной жизни». Наверное, помните, что такие курсы у нас были в школах. Учились, наверное, сами,
они давали образ семьи, такой первый образ, положительный образ семьи для старших классов. Потом эти курсы почему-то из программы были исключены, но люди, родители стали выходить на нас с такими предложениями, что почему бы нам эти курсы возобновить, вернуть. И мы с такой инициативой тоже обратились в Министерство образования. И спасибо Феодосии Васильевне Габушевой, которая, бытность министра образования республики, поддержала эту инициативу. И курсы для старшеклассников «Азбука семейной жизни» и «Я будущий семьянин» были разработаны и рекомендованы всем нашим общеобразовательным школам республики. В 2015 году мы начали работу школы молодой семьи «Ключ к семейному счастью», которая до сих пор работает под эгидой регионального отделения якутского Всероссийского общественного движения «Матери России». Школа будущей семьи «Ключ к семейному счастью» формируется и реализуется как деятельность совместная с органами государственной власти, с органами местного самоуправления, с учреждениями и организациями разных форм собственности, учебными заведениями и некоммерческими общественными организациями. Работа школы направлена на оказание помощи по вопросам информированности и профилактической работы, подготовку и организацию разъяснения в вопросах современных брачно-семейных отношений для нашей целевой аудитории, для молодых людей с возраста 18 и до 30 лет. Партнерами нашей школы являются Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Министерство молодежи и телекоммуникаций Республики Саха-Якутия, также Центр социально-психологической помощи при Министерстве молодежи и телекоммуникаций Якутского сельскохозяйственного техникума. Наша работа проводится на основании планов, которые утверждаются на заседании регионального совета Матери России. Примерно в учебный год мы проводим где-то 10-12 занятий. Занятия проводятся последние с 2019 года на базе Якутского сельскохозяйственного техникума. Мы с ними наработали очень тесные связи и очень приятно с ними работать. Я, как директор этой школы, считаю, что она очень нужная и полезная, поскольку мы знаем реакцию молодежи, реакцию студентов на наши лекции, и она очень действительно, они очень нуждаются в этих советах, в этих разъяснениях. Здоровая и крепкая семья – это фактор стабильности и развития нашего общества. Школа будущих семей «Ключ к семейному счастью» проводится уже 3-й год. Целевой аудиторией этой школы являются обучающиеся 2-го курса, то есть это девушки, юноши 19 и 20 лет. Это как раз-таки такой возраст, когда появляются первые серьезные отношения, молодежь начинает задумываться о семье, о детях, и как раз-таки появляется очень много вопросов. Ответы на эти вопросы они получают именно посещая школу будущих семей. Занятия студентам очень нравятся, они себя ведут очень активно, задают вопросы. У них есть уникальная возможность не только послушать, но и задать вопросы лекторам, то есть на свои какие-то очень волнующие, актуальные вопросы. Поэтому темы у нас очень разные, начиная от любви, это очень актуальная тема для молодежи, как создать семью, как воспитать ребенка, и проводит тесты на себя, практические занятия, то есть идет очень насыщенно, интересно, и хотим поблагодарить Матери России, Прасковью Петровну, Светлану Афанасьевну, за такую уникальную возможность, которую они дают нашим студентам посещать вот такие занятия, и получать такие бесценные советы, информацию о институте семьи. Мы благодарим вас за благородный труд.
ваше движение, оказывается, очень хорошей методической работой занимается. Вот когда я готовилась к нашему разговору, я наткнулась на закон об ответственном родительстве. Да. И мне кажется, вот это ваша такая полагающая работа, системная работа привела именно к принятию этого закона в 2016 году. Давайте немного вернемся в этот год, да, с чего началась идея разработки этого законопроекта и когда была принята. В 2016 году был принят у нас в марте месяце Государственное собрание Милтумен, но работа началась еще ранее. Жизнь показывает, что очень много у нас детей погибают при пожарах. Очень много детей у нас тонут в наших водоемах, озерах, реках. Очень много детей гибнут в авиакатастрофах, автокатастрофах. Дети теряются. Это все говорит о том, что родители стали безответственно относиться к своим родительским обязанностям. Мы детей самих без присмотра отправляем купаться в летнее время, да, а со стороны наших органов муниципальной власти, государственных органов мы не создаем условия для безопасной среды для наших детей. И вот этот закон, он предусматривает ответственность не только родителей, но и предусматривает ответственность наших органов государственной власти, муниципальной власти, общественных организаций, которым мы все сообща несем ответственность за наших детей. Вот это такая всеобщая ответственность, не только родителей. Да. Мы должны создавать условия для безопасной среды проживания наших детей. Это наше самое главное условие и задача в этом законе. Это и прописано в этом законе. А то вот, когда на первый взгляд кажется только как будто родитель только обязан, да, а в целом это же подход государственный на самом деле. Да. Вы разработали, инициатором выступили, закон принят, а потом как раз-таки опять методически вы начали внедрять эти положения закона путем проведения школы об ответственном родительстве. Школа ответственного родительства. Такие школы у нас существуют сейчас на 16 площадках, в 16 муниципальных образованиях есть они. Ну а школы, это постоянно действующие школы, мы считаем, да? Конечно, школы ответственного родительства, они в каждой школе почти существуют. В каждом родительском комитете есть эта школа ответственного родительства, где у нас есть консультации для родителей, где проводится работа с родителями. Работа с родителями всегда проводится. Тогда вы привлекаете специалистов на местах, психологов? К этой работе сами руководители школ привлекают и специалистов, и психологов, и сами они тоже хорошие специалисты, они ведут эту работу с родителями. Мы как создали в 2014 году, мы много ездим, да, ездили по улусам, создавали наши муниципальные, то есть улусные отделения матерей России. А наше улусное отделение создано в 36 муниципальных образованиях республики. Везде есть наше улусное отделение, где есть актив, где есть председатель нашего улусного отделения, которые ведут всю нашу тоже работу на местах в улусах. Хунтардағы Матери России отделение үхіс сылбытын Куба қағайттыры болабыт лучшее отделение в республике ден. Биһиге отделение быт әлбәх үлені итар. Ол курдук оттан основной үләбіттен «Собери ребенка в школу» болар, ие күнне, аға күнне, уолога күнне, кыз ага күнне, итинник мероприятияларга биһиге әлбәх тәрәһеннәре оңырабыт, әлбәх акциялары итабыт. Онтон өсі улустағы акцияларга, ол бітәрәһеннерге әме көқтөқтік кіттабыт. Бұйылғы хыл биһеха бихилус путугар жиек ерген хылынан білдерілі біте, онна республикаға ие хылынан білдерілі бітінен бұйылғы хыл бұт биһеха олық күстәқ үлі күйтәреме. Онна бұланнамыт күрдік, ота бұланмытынан үлелі хілжабыт. Буквально бұл бүгін улуска семейный туризм слет терьехджаллар. Онна то ити курдук биһиги отделение бу ияга көмө, жекергенге көмө, оголорго көмө диен олус улахан үлени ытамыт үлели хиджабыт. Еще в каких проектах мы можем остановиться? Так, еще есть у нас обозначить и такой проект, как «Бессмертный материнский подвиг».
Этот проект получил грантовую поддержку Министерства молодежи, по делам молодежи и социальным коммуникациям. И мы его реализовали в 2020 году. В этом проекте участвовало 6 наших муниципальных улусов, которые вели поисковую исследовательскую работу у себя на местах по выявлению имен матерей, которые направляли в годы войны своих сыновей. В результате этой нашей поисковой работы в этих 6 улусах было выявлено 1151 имя матери, которые направили в годы войны. И среди них была такая мама, которая направила из Нюрбинского улуса Чапандинского наслега, которая направила в годы войны 9 сыновей, и 7 из них не вернулось. 7 сыновей, которые направили, 6 матерей было. 7 матерей, которые 6 сыновей направили в годы войны, а 4 сыновей у нас направило, оказывается, 50 матерей. И это только в 6 улусах, в 6 заявленных улусах республики вот такие цифры были. Это величайший подвиг матери, который раньше никогда не был освящен. Были сами очень даже удивлены, да, что такие результаты у нас были. И мы с этими данными, которые вот направили в годы войны наших матерей, чтобы их имена не остались в забвении, мы выпустили штендеры в количестве 100 штук и решили в День Победы, это же 9 мая, 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, в 2020 году, было принято решение принять участие отдельной колонны в составе Бессмертного полка. Но, к сожалению, этого парада не состоялось, но зато он состоялся в 2022 году, и мы в составе Бессмертного полка в этом году колонной из 100 человек со штендерами, с именами этих матерей и с именами их сыновей приняли участие на парадном шествии, дали дань уважения этим матерям. Мы о любви много говорим, да? О том, что девочка, знающая с молоком матери, что такое любовь, она может только определить, найти себя, наверное, в этой жизни. И как вы думаете, в чем секрет любви? Какую любовь мама передает родители? Я не скажу только мама, да? Нет, папа, родители, да, потому родители. что и отцовская любовь, она немаловажную роль играет. Это очень большая любовь Да. отцовская. Да. И вот любовь в чем проявляется? Ну, конечно, с учетом нашей национальности, да, нашего менталитета, наших территориальных особенностей. Как-то, знаете, любовь должна быть безусловной. Это самое главное условие. Никаких условий. Мы должны, родители, любить своего ребенка любым, какой он у нас есть, родился. Больным, там, непослушным, да, как, может быть, баловный такой, бывает, ну, дети такие. Они по ходу своей жизни меняются, да, дети. И, конечно, очень много ошибок совершают наши родители. Это по незнанию, да, своему, по малоопытности, особенно молодые родители, да. Что вот, если ребенок не слушается, он на всю жизнь останется таким непослушным. Нет, конечно. Ребенок очень в течение жизни меняется. От грубияна такие хорошие, прекрасные дети вырастают. Вот этот момент нужно уметь пережить, уметь это понять состояние ребенка, да, поддержать его. Вот это называется любовь и поддержка ребенка. И главное, внимание. Внимание к любым проявлениям ребенка, положительным, к отрицательным особенно, да, без внимания ничего нельзя оставлять. Если окажем внимание этому ребенку, даже он совершил плохой поступок, его нельзя без внимания оставлять. Вот когда мы его оставляем, когда проявляем равнодушие, вот тогда у нас появляются равнодушные, черствые, уже безответственные, которые могут и бросить семью, могут и бросить ребенка и так далее. Поэтому, когда ребенок уже получает чувство любви в таком, ну, виде, да, он никогда не совершит таких уже поступков в дальнейшем. И вырастают очень хорошие дети. Просто каждый ребенок индивидуален. Каждый ребенок не похож на другого ребенка, и никогда нельзя сравнивать своего такого шалуна с каким-то тихим мальчиком и соседним мальчиком. Да, никогда не надо сравнивать. Там другие гены, здесь другие гены, и развитие ребенка у каждого индивидуальное. И все они проходят какие-то этапы в своем развитии. Поэтому здесь нужно понимание, во-первых, и нужно у нас не хватает терпения.
Вот терпение – это самый главный залог успешности воспитания детей. Те родители, которые, наверное, столкнулись уже с какими-то проблемами при воспитании своих детей в ваших 36 филиалах школ ответственного родительства, есть такие факты, когда самостоятельно подходят? Потому что у нас же часто бывает по методу принуждения, когда вот учитель вызывает, директор вызывает родителей провинившихся детей. А бывают такие осознанные родители. Вот как вы думаете, с 2014 года эта динамика меняется? Отношения да, именно родителей? Молодые родители, они в виртуальном плане, да, они очень продвинутые, очень много знают, конечно, намного больше знают. Но информированы, да. Но вот просто молодым родителям, молодым мамам сейчас не хватает вот какой-то теплоты, вот какого-то, вот, знаете, вот внимания, да, к ребенку, да. И вот мне кажется, вот это им мешает, немножко отдаляет их от детей своих, да. Им вручается телефон, и ребенок уже на целый день от них их не беспокоит, уходит в свое виртуальное пространство, сам себе принадлежит, и родителю это на руку, да, как будто ребенок ее не тревожит, маму, не своими расспросами и так далее, и поэтому им это легче, да, вот это такой подход. Но это очень-очень опасное, да, это очень опасное время, это очень такой тоже опасный подход, и здесь очень нужен такой родительский контроль, это все надо быть в меру, все должно быть в меру. Мы не говорим, что ребенок не должен владеть этими нашим виртуальным миром. Он тоже должен уметь, конечно, там разбираться и быть там, но все должно быть в меру. И вот это объяснение сути некоторых фактов из жизни, вот это вот объяснение детям, да, со стороны взрослых, вот этого не хватает для наших детей, и поэтому они воспринимают мир таким, каким получают из своих гаджетов. Родители наши, если встречаются с проблемами, у них есть куда обращаться, возможности? Есть, конечно, есть. Сейчас есть, и через интернет могут обратиться. У нас очень много служб сейчас, и психологических служб. И при каждом ведомстве есть свои психологические службы. И при Министерстве образования есть психологическая служба, и при Министерстве молодежи есть психологическая служба. В наших улусах есть центры психологической поддержки семьи и детям семьи, да. Это очень много есть. Просто нужно уметь обратиться и получить соответствующую помощь. Но иногда, я всегда сравниваю себя, да, мне так не хватало вот этой помощи, да. Я не знала, где это его получить. У меня было столько вопросов. И на мое счастье, я была принята на работу на полставки в библиотеку вузного образования. У нас столько там было книг по педагогике. И все вопросы, которые меня мучили, все нашла в этих книгах по педагогике. Какие принципы вы закладывали в своих детях? У нас 2 девочки, и девочек я старалась воспитывать, главное, трудолюбию, чтобы они, как девочки, умели делать по дому все такие. У них всегда были обязанности, там помыть посуду, сварить обед, помыть полы. Вот это все они умели делать. И, девочки сразу, они по окончании школы, и они у меня рано замуж вышли, 18 лет вышли замуж, и они уже все умели делать, и сейчас все умеют, они лучше меня сейчас и готовят, и так далее. Но главное, вот это вот трудовые навыки для девочек, они должны быть всегда, это дает мама, да? Ну и честность. Вот это честь, честность обязательно, потому что только честный человек может прожить достойную жизнь. И этому я всегда их учила.
Вы какая бабушка? Как Я? вы думаете? Да, вы какая бабушка? Ну, я не знаю, я не могу себя оценить, какая я бабушка, наверное, оценит это внуки. Ну, наверное, любимая сейчас бабушка. Внуков люблю. И с внуками сейчас очень интересно. С внуками под руку хожу. Наши внуки любят с нами общаться, с нами быть, с нами встречаться, с нами ужинать, обедать за одним столом. Какие традиции вы соблюдаете, вот семейные? Для нас самый такой есть святой день – 17 августа. В 1977 году создалась наша семья, и потом 17 августа 1996 году наша старшая дочь с Филиппом Пестряковым создали семью, поженились, сыграли свадьбу. Потом младшая дочь 17 августа 2001 года с Михаилом Поповым поженились. Потом внучка старшая Виктория с Айкаром тоже 17 августа, 3 года назад тоже сыграли свадьбу. И тоже в этом году, 17 августа, тоже ожидается очередная. Ой, какая символичная дата. Да. Замечательная традиция. Да, такая традиция, которую мы очень уважаем, которую мы очень ценим. Это день нашей семьи, нашей большой семьи. Всей семьи, получается. Всей семьи, да. До третьего поколения уже. Да, и мы этим очень дорожим. Традиция есть, и она продолжается. Замечательно. Любим собираться за большим столом нашим. Я люблю, когда в семьях всегда смотрю, есть ли большой стол. И когда есть большой стол, я считаю, что эта семья крепкая, хорошая, с традициями. Была бы писателем или написала бы оду или что-то про этот большой семейный стол. Вокруг стола собирается семья, вокруг стола идет разговор, вокруг стола обсуждаются проблемы семьи, вокруг стола идет, это традиция, вокруг стола продолжается жизнь. Давайте уже перейдем к нашему экспозиционному залу. Да, это следующий наш общественный проект, который мы тоже 2 года работали над созданием этого экспозиционного зала. Замечательный зал, который называется «Материнская слава Якутии». Даже в трудные годы, когда не было столько материальных благ, как сейчас, в трудные такие годы по всей нашей стране, России, в том числе и в республике, были женщины, которые руководили, например, республикой, создавали ее потенциал экономический, культурный, и в то же время создавали семью, сочетали материнство, рожали детей. Вот об этом этот наш зал рассказывает. 10 стендов этот зал имеет, он небольшой, находится на Курашова 24, на 6-м этаже. Есть стенд, который посвящен нашему бессмертному материнскому подвигу. Есть стенд, который называется «Матери государственные деятели». И есть стенд, который называется «Матери президентов и глав республики», «Матери общественные деятели», «Матери наших прославленных спортсменов». Стенд называется «Когда я вырасту, я прославлю имя своей матери». Это матери наших 3 олимпийских чемпионов. Это матери, которые являются героями труда, и матери наших паралимпийских чемпионов. Потому что эти мамы, чтобы воспитать своего ребенка-инвалида, довести его до Паралимпиады, и чтобы он стал паралимпийским чемпионом, тоже много любви, труда вкладывают в своего ребенка. И они имеют тоже право быть в нашем зале. Мы его называем коротко музей, а так официально он называется экспозиционный зал «Материнская слава Якутии». Цель этого зала именно здесь собрать всю историю о наших замечательных женщинах-труженицах, которые в разное время работали во благо нашей республики, создавали ее экономику, культуру, создавали ее развитие, и в то же время они сочетали материнство. И сегодня мы открываем цикл передач «Ильге», на русский язык это будет «Благодать» переводится. Они будут идти у нас на русском и на якутском языках. Будут рассказы, очерки, повествования
о героинях от нашего этого музея. Был тут представлен Евгения Исаевна Михайлова, вице-президент, женщина-вице-президент Республики Саха-Якутия, Корнилова Зоя Афанасьевна, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Именно этот музей у нас стал центром воспитания нашего подрастающего поколения. С 2017 года, когда он открылся, и по сей день его посетило около 5000 человек. Вот это маленький наш зал. Здесь проходят классные часы, здесь проходят внеклассные школьные мероприятия, здесь проходят встречи наших многодетных матерей, здесь проходят различные мероприятия, например, по бессмертный материнский подвиг, здесь мы провели 10 мероприятий, да, и так далее, и так далее. То есть он стал центром, становится, и здесь у нас аккумулируется вся информация о наших многодетных матерях, о матерях-героинях, которых у нас в республике 24 человека сейчас, и 140 матерей, удостоенных знака материнская слава 1, 2, 3 степеней. И вся эта информация находится в нашем информационном киоске. А также у нас в республике проходят ежегодно конкурсы семей. И вся информация тоже в этом нашем информационном киоске. Это огромная работа, чтобы собрать эти все материалы, все данные, все даты, практически биография каждой героини. Да. Вот как собирали вы информацию, как сформировалась такая организационная часть? Мы работаем в сотрудничестве с нашими органами исполнительной власти, с муниципальными властями, с различными нашими ведомствами. У нас подписано очень много соглашений. Такие соглашения у нас подписаны с Министерством здравоохранения, с Министерством образования, с Министерством труда и социального развития, с Министерством культуры и духовного развития, с Целевым фондом будущих поколений, с акционерной компанией «Алроса», Дворец детского творчества имени Авдеевой, подписаны соглашения. С НВК «Саха» у нас есть соглашение о сотрудничестве. Поэтому мы со всеми сотрудничаем и со всеми находим на основании этих соглашений, устанавливаем связи, устанавливаем формы работы. И, конечно, мы эти данные все нам предоставляет Министерство труда и социального развития, и наши общественники здесь. Коллективная работа, коллективный результат. Работа, да. 22-й год объявлен Годом матери, и глава республики, который учредил этот год Годом матери, также учредил в честь столетия республики целевой капитал для детей, родившихся в этом 2022 году. Это очень здорово, это очень приятно, это очень значимо для наших семей и матерей. Принят большой план мероприятий по реализации этого Года матери, в котором участвуют все органы государственной власти, муниципальные образования, общественные организации. И сейчас ведется работа, чтобы наша мама почувствовала в Год матери себя как мамой, да. Проводятся различные мероприятия и по оздоровлению, и по оказанию им и психологической помощи, и физической помощи, да, по оказанию нашим матерям такого поддержки и внимания, чтобы она себя почувствовала более счастливой, более востребованной, более значимой. Поднять ее роль, поднять роль материнства благодаря этому году. И очень отрадно, что это единственный глава в России, который объявил такой год. Это говорит о том, что наши матери заслуживают этого. И наши матери — это большая движущая сила, большая общественная сила, которая будет и в дальнейшем идти наравне с нашей вообще такой политикой, да, поддержки, государственной поддержки семьи и детей, и материнства. И очень отрадно, что пока есть такие решения, у нас институт семьи сохранится. И то есть эта семья — это оплот России, и семья — это поддержка в целом всей нашей такой политики, которая ведется. И я думаю, что мы в конце года, когда будем отмечать, проводить форум матерей, в котором завершится наш Год матери, думаю, получим хорошие отклики, отзывы, потому что ведется большая сейчас работа. Мы сегодня с большой благодарностью отмечаем наших финансовых спонсоров. Это акционерная компания «Алроса», Целевой фонд будущих поколений и отдельных таких наших меценатов. Хочется отметить также и Алмаз Аргенбанк, компания
Алмаза Анадара, которые оказывают спонсорскую помощь, и с помощью их мы проводим эти наши различные мероприятия и оздоровление наших матерей. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что как пожелание для наших матерей, любите своих детей, любите их, безусловно, какие они у вас появились, какие они у вас есть, и вы получите хорошие результаты, хороших воспитанных детей. С любовью. С любовью, Прасковья Петровна.